5 мая, пятница, 1163-й день аннексии Крыма. В эфире «Заман». Добрый вечер. Решение Совета Европы относительно Крыма – это очередной шаг к деоккупации полуострова, так считает лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Комитет министров 3 апреля выдвинул России ряд требований, в частности, восстановить деятельность Меджлиса, пустить его лидеров на полуостров и обеспечить права человека в оккупированном Крыму. Совет Европы за невыполнение решения Комитета министров наказать Россию полномочий не имеет. Это существенный вклад в копилку деоккупации Крыма мирными методами. Но то, что Россия не будет выполнять, это уже ясно, они уже заявили об этом. Если бы Россия считалась международными нормами, она должна была деоккупировать Крым еще в марте 2014 года, в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН. Она этого не сделала. Наказание не предусмотрено, но тем не менее вот это существенный аргумент, скажем, для продления санкций, экономических санкций. В МИД Украины считают, это решение Совета Европы является серьезным вкладом в обеспечение демократической безопасности. Пресс-секретарь ведомства сообщила, это подтверждает неизменность позиции по независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Безперечно, скоріш за все, Росія не буде виконувати рішення Ради Європи, але будь-які рішення, які ухвалюються в рамках міжнародних організацій, по-перше, вони створюють дуже сильний тиск, політичний тиск на Російську Федерацію. По-друге, вони створюють також юридичне підґрунтя для наших міжнародних судових спорів, для того, щоб притягнути Росію до відповідальності за незаконну окупацію Криму і за ті грубі порушення, які вона здійснює на території Криму. І, звичайно, по-третє, це свідчить про величезну таку консолідацію і єдність міжнародних партнерів в розумінні, хто така Росія, і що Росія не є справжнім міжнародним партнером, а це дійсно є країна-агресор, яка вчиняє страшні акти на території Автономної Республіки Крим. 4 бахчисарайцам, фигурантам дела Хизбут Тахрир, продлили меру пресечения на 3 месяца. По словам адвоката Эмиля Крубединова, Ремзи Меметова, Энвера Мамутова, Зеври Апсиитова и Рустема Абельтарова оставили в СИЗО до 11 июля. На оглашение нас должны были запустить. Опять нас не запустили. Адвокат пытался сказать, сделать им замечания. Судья запретила даже вносить в протокол эти замечания. В который раз ни следствие, ни прокуратура не смогла представить каких-либо фактических доказательств того, что Энвер Мамутов, в частности, может там скрыться из Крыма, повлиять как-то на свидетелей, уничтожить доказательства и так далее. Это все происходит из судебного заседания в судебное заседание. И последние судебные заседания следствие уже предоставляет документы и ссылается на то, что Украина признает всех этих ребят политическими заключенными, а значит и по этому основанию их не стоит выпускать из следственного изолятора. Российской актрисе, участнице Comedy Woman, ведущей нового канала Екатерине Варнаве запретили въезд в Украину на 5 лет. В СБУ сообщили, что ее действия противоречат интересам обеспечения безопасности Украины. Актеры Comedy Woman, в том числе и Варнава, в 2016-м выступали в оккупированной Ялте. Арку дружбы народов в Киеве, которую на Евровидении украсили в цвета радуги, дополнят национальным украинским орнаментом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. Представители компании, которая обклеивала арку, такое заявление удивило, а пользователи социальных сетей стали предлагать свои варианты декора. Ми кажемо, добре, ми зараз цей участок, там, де не завершено, буде ще додатковий орнамент. Тобто ми знайшли компромісне рішення, і ніяких конфліктів не буде. В конце апреля фирма CFC Consulting должна была превратить арку дружбы народов в арт-объект «Арка разнообразия». Правый сектор и «Свобода» раскраску заблокировали, увидев в цветовой гамме символику ЛГБТ. В результате арка осталась недокрашенной. Point to that, right? I thought there was a point to that. Okay. Oh, okay. So you like it? I like it. Yeah. No, I think it's very pretty. Yeah. Okay. Мені подобається, що Радугу розмалювали в такі кольори. Нехай так і залишається. Ну, я думаю, її ще не закінчили. Ну, дуже приємно, що вона стала такою сонячною, райдужною. Але не все ж зроблено. Трошки треба ще доробити щось, так? І тоді буде ще краще. Я не знаю, як так
Чи так було задумано, чи це воно просто повідривалось, але було б цікавіше, якби все було заповнене. Я буду зараз давати інтерв'ю, я просто завалю всю іншу роботу. Скажіть мені, будь ласка, тоді хоча б телефоном, то що ви... Сама по собі ця вишиванка, чи я не знаю, що вони там хочуть зробити, туди вона естетично, вона туди не лягає. Вона просто, це просто зайвий елемент. Я як автор, звичайно, я категорично проти. Директор Департамента культуры Киевской мэрии объяснила нашей съемочной группе, что мэр имел в виду. Пан мер говорив про те, що обов'язково буде продовження такого арт-проекту. Буде зроблено якісь нові пропозиції до громади. Якщо хтось бачить в цьому якісь орнаменти або вишиванки, або ще чогось, ми завжди відкриті до того, щоб зробити ще одну арт-інсталяцію вже в інший спосіб і в інші дати. Сейчас арку никто не докрашивает, а пользователи соцсетей предлагают свои варианты декора. Ляля Озерчук, Светлана Поломарчук, Ислам Пинка, Заман, АТР. Безопасные зоны в Сирии, о которых договорились Россия, Турция и Иран накануне в Астане, будут закрытыми для самолетов США. Об этом сообщил представитель России на переговорах по Сирии Александр Лаврентьев. Некоторые представители сирийской оппозиции ушли из зала во время подписания меморандума в знак протеста. Противостояние между силами правительства президента Башара Асада и повстанцами продолжается 6 лет. Погибло около 400 тысяч человек. Мы против того, чтобы какая-либо роль отводилась Ирану и связанным с ним вооруженным отрядам. Мы не согласны с тем, чтобы Иран выступал в качестве гаранта, поскольку считаем, что эта нация враждебна по отношению к сирийскому народу. Центр Москвы сегодня горел. Пожар вспыхнул напротив администрации президента России. Это произошло в половине 9 утра между станциями метро «Китай-город» и «Лубянка». Площадь возгорания составила около 3000 квадратных метров, сообщает Интерфакс. Из-за пожара в центре российской столицы образовались заторы. Огонь погасили с помощью вертолета до полудня. Древности Египта представили в Киево-Печерском историко-культурном заповеднике. Мумия женщины, нильский крокодил и 2 крышки саркофагов хранились в фондах заповедника. Они не экспонировались более 40 лет. В 4 ящиках 2 крышки саркофагов, мумия женщины и нильского крокодила. Их достали из фондов заповедника впервые за 40 лет. Історія їх потрапляння на територію країни поки що, скажімо так, не зовсім з'ясована. Одні вважають, що це якісь меценати закупили і привезли в Україну для показу, бо єгипетські старожитності завжди користувалися таким великим інтересом. І, мабуть, в свій час, я думаю, що це було в 19 столітті, ці раритети попали за нас. Завдяки ким будемо вивчати. Это мужской саркофаг. По словам археолога Глеба Иванкина, кто в нем похоронен, неизвестно. На ньому я не бачу жодних слідів його узурпації, оскільки і руки, і борода, отвір для бороди, воно видно, що вони не зазнавали якихось деструктивних дій, тобто їх не знімали, не міняли і так далі. Неизвестна и история этой женщины, о которой известно лишь то, когда она жила. Мумія вскрита тільки частково. Характер пеленації цієї мумії, оцих бинтів, які ми на неї бачимо, може свідчити, що вона датується або 3-м перехідним періодом, або пізнім періодом. Тобто це вписується в термін від 11 століття десь по 6, можливо, 5 століття до нашої ери. А это нильский крокодил. Он жил в VI веке до нашей эры и при жизни был 160 сантиметров в длину, рассказывает археолог. Це тварина, яка знаходилася на території храму в Комомбо, де він був помер, замуміфікований і похований в відповідному некрополі, який знаходився поруч з цим храмом. Справа в тому, що в Комомбо, в цій місцині, в першому номері Верхнього Єгипту, крокодили були священною твариною бога Себека. Відповідно, вбивати цю тварину було заборонено, їх шанували, їх годували. Посмотреть на экспонаты можно бесплатно. Кристина Галамах-Мейер, Ислам Пинка, Заман, АТР. В
Киеве установили памятные знаки жертвам советского режима. Один из них появился на доме на улице Шота Руставели в Киеве. Это инициатива общественной организации «Последний адрес Украина». Первый гвоздь на мемориальном знаке забивает праправнучка Григория Константиновского. Я прочитала прадеда моего следственное дело, как его мучили, как его терзали, как он должен был назвать людей, втянуть. Его самого втянули, естественно, это были цепочки. Но он не назвал, но не потому, что он такой герой. Я думаю, что он просто сдался сразу и сказал, что он шпион, убивайте меня, и все. Вот примерно. Потому что там написано, вину признал сразу. Строитель Григорий Константиновский был автором проекта этого дома. В нем же он и жил, пока в 1937 году его не арестовали. Спустя год он был расстрелян. Це таблички, які встановлені жертвам нещадного тоталітарного режиму радянської влади. І сьогодні ми зараз вже встановлюємо другу табличку. Перша табличка була встановлена на Львівській площі. Віктор Пономарьов, Едем Сітаров, Заман, АТР. В аэропорту Борисполь представляют крымско-татарскую культуру. Украинцев и гостей Евровидения ждут концерт этнической музыки, мастер-классы и угощения блюдами крымско-татарской кухни. Сейчас в аэропорту находится наш корреспондент Лидия Полянская. Лида, вы в эфире. Сейчас мы находимся в терминале Д международного аэропорта Борисполь, где сегодня проходит вечер крымско-татарской культуры. Рядом со мной один из организаторов этого мероприятия Кадыр Татарис. Кадыр Бей, что здесь сегодня происходит и какая основная цель этого мероприятия? Сегодня в аэропорту Борисполь происходит вечер крымско-татарской культуры. Мы организуем это мероприятие, чтобы ознакомить всех приезжающих гостей с нашей многогранной, богатой крымско-татарской культурой, чтобы в очередной раз доказать, какие мы гостеприимные, и показать всему миру, какие мы на самом деле крымские татары. Какие сегодня здесь будут еще мероприятия? Сегодня тут будут и песни, и танцы. Вы можете насладиться также работой известных крымско-татарских людей искусства. Это и художники, и керамисты, и многое другое. Съемочная группа «Заман» остается в аэропорту Борисполь. И больше информации о том, как прошло это мероприятие, вы узнаете в следующих выпусках. Спасибо, Лидия. Это была Лидия Полянская из аэропорта Борисполь, где для гостей столицы представляют крымско-татарскую культуру. Почему Украину хотят отстранить от Евровидения на 3 года? В эфире программы «Бугун» Кристина Бондаренко и Сергей Щербина обсудят эту тему с музыкальным журналистом Артуром Гаспаряном. У меня пока все. Хорошего вечера. Будьте с нами.